В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Анастасия Кобызева. Самое масштабное в России и СНГ мероприятие по поиску инновационных проектов Open Innovation Startup Tour вскоре стартует в городе Якутске. 5 и 6 марта инноваторы Дальнего Востока представят свои проекты экспертам фонда Сколково. В преддверии столь крупного мероприятия к нам в гости пришел министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолий Семенов. Анатолий Аскалонович, здравствуйте. Здравствуйте. Как республика готовится к проведению такого масштабного мероприятия, где и как оно будет проходить? Да, действительно, мы принимаем стартап-тур не первый раз. Он будет проходить уже в третий раз. Первый раз было в 2014 году, в 2017 и теперь вот в 2019 году будет проходить очередной раз стартап-тур. В этом году особенность такая, что мы единственный город на Дальнем Востоке, который принимает. 10 городов России будут принимать этот стартап-тур, и мы удостоились чести, нас выбрали, и действительно к нам приедет более 30 экспертов. Проходить это будет в новом здании открытого IT-парка. Вот проверим нашу площадку, насколько она сможет уместить наших гостей, принять инноваторов. Ну и, конечно же, огромное несколько фишек новых, то, что действительно в этом году приедут проекты не только из Якутска, приедут проекты из Владивостока, из Хабаровска, из Анадыря, даже есть проекты из Улан-Удэ, Ярославля и Москвы. Поэтому вот, действительно мы ждем масштабные мероприятия. А сколько заявок уже подано? В этом году, вот, по информации Сколково, 170 проектов подано, заявок. Действительно, я хочу сказать, что на самом деле особенность этого тура, что мы как партнеры организовываем площадку. То есть они выбирают место, и эксперты, менторы — это все сколковские. То есть мы даже, вот сегодня у меня на брифинге спрашивали, какие проекты заявились, я на самом деле не знаю, потому что они еще держатся в тайне, да? Да, проекты отбирает Сколково, будет 3 трека по информационным технологиям, по биомедицине и по индустриальный трек. И будет, получается, отобрано из 170, будет отобрано 30 проектов, то есть 10 в IT, в биомед и 10 в индустриальный трек. Соответственно, будет из этих 10 проектов с каждого будут выбраны финалисты, и победители этих треков будут приглашены на финал всероссийского конкурса. Это уже международный даже конкурс, получается, Startup Village в Сколково в начале июня этого года. Получается, как бы есть 2 главных приза. Это денежная сумма, да, и дальнейший этап, да, да, международный. Ну, получается, да, действительно, денежный приз — это 300 тысяч рублей. В принципе, конечно, сумма небольшая, все так подчеркивают, но, во-первых, деньги не главное. На самом деле, главное — это экспертиза, возможность получить фидбэк от крутых менторов, потому что, если, вот как показывает мой 7-летний опыт, на самом деле на начальном этапе не так уж и важны деньги. Главное определиться с фин-моделью, с маркетингом, то есть как вообще стратегии, а это могут подсказать опытные партнеры, которые приехали из Сколково. Более того, наш постоянный партнер фонд содействия инноваций московский, он выставляет свой приз 2 миллиона рублей. Вот. И параллельно будет запущена акселерационная программа, которую мы так долго готовим и презентуем. 4 марта будет первый набор нашего акселератора B8, который тоже будет давать деньги в проект. Это, то есть, такая фишка. На самом деле Сколково очень рады, что параллельно у нас запускается акселератор. Мы будем отбирать 10 проектов 4 марта, каждый из которых получит экспертизу международного уровня. 3 месяца они будут интенсивно в IT-парке работать, с ними будут менторы. И выпуск будет тоже в начале июня, и они получат финансирование в размере 2 миллионов рублей каждый. Инновационная экосистема республики достаточно четко сформулирована в указе главы об инновационном и цифровом развитии республики. Какие из институтов развития уже сегодня работают? Действительно, вот мы с Арсением Сергеевичем Николаевым были на Гайдарском форуме. В этом году республику буквально несколько лет не принимали ни один регион, Ассоциацию инновационных регионов России. В этом году мы удостоились чести быть приняты в эту ассоциацию. Приняли нас и Новгородскую область, и мы сейчас всего 15 регионов из России входят в АРР. Да, и мы сейчас занимаем 45-е место в инновационном рейтинге. Как говорится, есть куда стремиться. Вот. И я хочу сказать, что у нас созданы все условия. То есть есть технопарк, открытый IT-парк. Мы создали, вот у нас не было предпосевного фонда акселератора, да, есть венчурная компания. В принципе, с точки зрения институтов развития у нас созданы все условия. Более того, мы стараемся не замыкаться своими институтами развития. Мы работаем и с РВК, и с ФРИ,
и с фондом содействия инноваций. И вот, кстати, создан новый институт развития на Дальнем Востоке. Вы знаете, есть фонд развития Дальнего Востока, который занимается крупными проектами, там, энергетические, там, дороги, инфраструктурные проекты. Они вместе с Роснано, с РВК создали в прошлом году, вот как раз на ВЭФе его презентовали, новый фонд поддержки технологических стартапов. Его возглавляет Руслан Саркисов. У нас подписано с ними соглашение, и вот они тоже приедут отбирать проекты. Они очень надеются на Якутию, потому что на Дальнем Востоке, по сути, если честно сказать, ну, несколько таких точек роста. Это Владивосток, Хабаровск традиционно, ну и Якутск. Грубо говоря, 3 точки, да? Три точки. Сейчас добавилось, я так понимаю, Улан-Удэ еще, да, к нам. Вот. Ну и, соответственно, конечно, у нас вместе с ВЭБом, ВЭБ-инновации создается инвестиционное товарищество. Вы знаете, тоже подписано соглашение на 300 миллионов рублей. Поэтому я сам подумаю, может быть, мне пойти тоже в стартапы. То есть, на самом деле, созданы все условия. То есть, и вот я призываю сегодня, кто смотрит прямой эфир, еще не поздно, то есть надо подавать заявки, участвовать активно в таких мероприятиях. Это дает возможность, даже вот я знаю, что молодые люди, они там, ну, некоторые есть какой-то страх, там, да, там, может быть, украдут идею, или, может быть, моя идея типа недостаточно хороша. Надо не бояться идти вперед и получить экспертизу. И очень многие ребята, как раз вот сегодня вот у нас на брифинге были ребята, вот Видроид, которые сейчас вот собирают роботов, поставляют их в аэропорт Казахстана, есть там Хукейм Wi-Fi, они вот как раз и говорили, что мы начинали вот с таких конкурсов. Что вот первый шаг просто сделать презентацию, прийти и рассказать, это же конкурс идей, по сути, то есть ты рассказываешь свою идею, ничего в этом страшного нет. А если она понравится экспертам и ты попадешь вот в воронку так называемых вот этих институтов развития, то, глядишь, через пару лет вырастет индрайвер очередной. Говоря об акселерационной программе B8 Фонда развития инноваций, вы говорили, что параллельно будет проводиться отбор в программу среди участников стартап-тура. Можно об этом подробнее как-то рассказать? Ну, вы правильно упомянули 149-й указ главы республики о инновационном цифровом развитии. Мы действительно благодаря этому указу создали в конце года вот, фонд развития инноваций, он в форме НКО. Да, и, кстати, у него интересная такая форма, мы тоже его экспериментально создали в виде эндаумент фонда, то есть тело фонда не тратится, он находится в глубоком депозите, и только деньги с прибыли мы вкладываем. То есть этот фонд будет работать долгие-долгие годы, то есть его невозможно будет, по сути, проесть, то есть только деньги с прибыли будут вкладываться в проект и на ранней стадии за долю в проекте. И мы, на самом деле, вот команда, которая обучается в Бостоне, мы не привлекали никаких консультантов, мы полностью упаковали этот проект сами. То есть мы написали полностью положение, разработали стратегию, то есть взяли, мы были в лучших акселераторах, там 500 стартапов, Y Combinator, были в Mass Challenge, были во Free, то есть, да, инкубаторе в ШЕ. Мы, то есть, видели все, и мы собрали самое лучшее. И вот в Якутии я горжусь тем, что мы и технопарк, и IT-парк, и акселератор создали сами. То есть не было там внешних консультантов, мы сами придумали, сами сделали, написали стратегию, вот его реализовываем. Я считаю, что в этом есть секрет успеха, потому что мы верим в эти проекты и сами их реализуем. Это, мне кажется, очень важно. Но при этом хочу отметить, что есть партнеры международные, то есть есть фонды Startup Ventures партнеры, есть Spark Labs корейские, то есть есть партнеры, там, наши казахский Кастер Гарден, то есть мы при этом не закрываемся. В своем выступлении, послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин говорил на то, что нужно акцентировать внимание на развитии искусственного интеллекта. Есть ли у якутских компаний разработки в этом направлении? На самом деле, если бы я был ведущим НВК, я бы напрягся в части искусственного интеллекта, потому что вы, наверное, видели, что в китайском телевидении уже появились ведущие как раз на базе AI. Да, и возможно, они заменят нас. Да, возможно, когда-нибудь и сюда придет искусственный интеллект, но это в будущем, сейчас мы все работаем. Что касается послания президента Российской Федерации, действительно, Владимир Владимирович, он тонко чувствует все тренды мировые. В искусственный интеллект вкладываются сейчас практически все мировые лидеры. Это и Google, Facebook, Amazon, и другие компании, IBM. Мы тоже не отстаем. У нас несколько разработок есть, но чтобы телезрители понимали, что мы не просто говорим, у нас есть компания, которая разработала на базе искусственного интеллекта помощник для радиологов. То есть вот радиологи, которые там смотрят там, компьютерную томографию печени, допустим, да,
в день ты смотришь там 15-30 снимков. То есть там какие-то пятнышки, изменения заметить очень сложно. И вот они сделали такого помощника, который помогает определять, ну, ставить диагноз. Он уже разработан, внедрен уже в нескольких городских больницах. Сегодня он уже работает. Это встраиваемый плагин уже в действующую программное обеспечение. Он уже работает, то есть на базе искусственного интеллекта. Дальше они пойдут там, компьютерная томография мозга и дальше. Да, то есть это чисто медицинский проект. Есть заделы с компанией Alros. У нас, кстати, приедет коллега у нас, Американ Дмитрий с Alros. Мы работаем, я не буду называть тоже фирму, они с местной IT-компанией сейчас разрабатывают возможности применения искусственного интеллекта в части сортировки алмазов. То есть уже прошло первое тестирование. Ну, мне просят об этом не рассказывать, но мне что делать? Мне приходится рассказывать об этом, да? Ну, без различных вещей. Подробностей. Ну, то есть без подробностей. И мы уже работаем с компанией Alros, то есть есть уже разработки, плюс есть разработки по, там, допустим, распознаванию лиц. Это чисто финтеховский проект. Кстати, вот недавно прошел наш банк АЭП провел IT-хакатон именно по финтеховской теме. Тоже есть интересные вещи. То есть на самом деле мы также разговариваем с Институтом математики и информатики для того, чтобы открывать там магистерские группы как раз по большим данным AI. Да, хотим, чтобы начинать это делать и в нашем в колледже. То есть на самом деле вот сегодня задачи стоят, но есть такая нехватка кадров, чувствуется на самом деле, что вот именно вот в таких темах нужны кадры. И, кстати, в указе Арсений Сергеевич тоже прописал, что будет создано 4 лаборатории по сквозным технологиям. Это искусственный интеллект, большие данные, AR, VR и машинное обучение. То есть мы по этим темам мы будем открывать лаборатории. В завершении нашего разговора, какие еще крупные мероприятия ожидаются у нас в Якутии? Хороший вопрос. На самом деле, действительно, для того, чтобы быть привлекательной столицей в части инноваций, нужно проводить действительно очень много мероприятий. Для того, чтобы сюда постоянно приезжали различные эксперты, инвесторы. Вы знаете, в прошлом году мы проводили мероприятие с Fresco Capital, да, из Силиконовой долины. Приезжали коллеги из Бостона. Вот. Мы будем проводить несколько мероприятий, в том числе сейчас будет большой конкурс «Моя профессия IT», вы знаете, где участвуют улусные наши IT-центры, школы участвуют активно. В апреле будем подводить уже итоги. У нас будет выставка Saha Innovation во время Saha. И, конечно же, мы будем активно участвовать во всех вот, мероприятиях, как Startup Village. То есть, у нас, в принципе, есть сайт, на котором все написано. Я думаю, коллеги посмотрят, если будет интересно. Анатолий Аскалонович, огромное спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Желаем вам плодотворных успехов. Спасибо. А я напомню, что гостем нашей студии был министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Анатолий Семенов. Не переключайтесь.